Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 9 по 15 марта 2020 года для скорпионов. Посмотрим прогноз на колоде Таро и на цыганской колоде. Основные события недели для скорпионов. Так, рыцарь жезлов. Отношения. Работа. Финансы. Совет. Подсказка цыганской колоды. 3 карты на отношения. 3 карты на работу. 2 карты на финансы. Скорпионам на эту неделю выпадает рыцарь жезлов. Карта говорит о том, что нужно ускориться. Какие-то новые у вас планы были. Вы, может быть, уже даже что-то начали, а может быть, только планировали начать. И вот карта говорит о том, что нужно как можно быстрее все делать. Также карта очень тесно связана с транспортом, поездками. Если нужно ехать, и вы откладывали, карта говорит, что надо ехать. Если вы хотели покупать транспорт, продавать, либо ремонтировать, тоже нужно поскорее этот вопрос решать. Это удачно будет на этой неделе. Ну и, конечно, любые вопросы в карьере, планах по работе здесь самым лучшим образом решаются. Карта связана также и с отношениями, да, может быть, как бы больше страсти в отношениях, может быть, новые знакомства, влюбленность, когда отношения очень быстро развиваются. В общем, все здесь у нас очень ярко, очень эмоционально, очень быстро, да, вот это как бы главное на этой неделе. И если хочется затормозить, вот это значит, что мы идем вразрез с энергией основной, и тогда вот как бы не нужно ждать каких-то больших результатов. Отношения. В отношениях выпадает старший аркан жрица. Карта говорит о том, что, скорее всего, вы будете связаны на этой неделе с какими-то, может быть, дальними родственниками, либо будут выходить на главный план вопросы, связанные с домом, недвижимостью, родней, родителями, мамой. Да, вот здесь вот такие могут быть вещи. Кроме того, здесь может быть какой-то нелегкий выбор в отношениях у вас. И, ну, допустим, кого выбрать? Своего партнера, либо себя как центральной фигурой в отношениях. Да? То есть вот как бы самое важное здесь вот уравновесить интересы обоих партнеров. Тогда будет все в порядке. Ну и также карта связана с пропиской, с недвижимостью, да, может быть какая-то новая информация, которая раньше была неизвестна о вашем партнере, может выходить на поверхность, причем она очень важная, которая как бы определяет ваши отношения. Для тех, кто в поиске партнера, здесь у нас туз червовый, карта говорит о том, что нужно предпринимать обязательно какие-то действия. Это, кстати, и по главной карте понятно, да. Если вы хотите встретить кого-то, то только ваша инициатива на этой неделе может сыграть роль. Если как бы не действовать, то тогда будет вот это состояние неопределенности, да, то есть ничего не изменится, скажем так. Кроме того, если у вас будет выбор, да, у нас здесь двоечка, между двумя людьми, то вот карта рекомендует выбирать человека, который очень энергичный, оптимистичный, который не просто говорит, да, но делает обязательно. Для тех, кто в паре, 4 бубновая говорит о том, что будут вставать вопросы, связанные с недвижимостью, может быть, недвижимостью родовой, может быть, завещания какие-то, либо вы можете здесь наконец-то прояснить какой-то вопрос, связанный с вашей недвижимостью, да, допустим, может быть, хотели брать в ипотеку, да, наконец-то какая-то информация прояснится, либо, может быть, хотели приобретать, не могли нужный вариант найти, тоже здесь вот откроется информация, либо какое-то ваше уже как бы принятое решение может, допустим,
под выбором стоять. То есть, допустим, вы узнаете что-то такое, вот вы, допустим, уже сделали выбор, приняли решение купить какую-то недвижимость. И на этой неделе вы можете узнать что-то такое, что заставит вас от этого отказаться, да, ну, либо хотя бы задуматься, да, надо вам это или не надо. То есть какие-то новые подробности могут выплывать. Кроме того, здесь у нас карта связана с отдыхом, да, то есть нужно, может быть, даже потратиться на отдых, или, может быть, нужно просто организовать себе комфортный отдых, пусть даже дома. То есть нужно отдохнуть обязательно вот вам в отношениях для того, чтобы, может быть, даже побыть в одиночестве, да, какое-то время уединиться, то есть не все время вдвоем быть. Но в любом случае здесь вот у нас карта довольно-таки спокойная, гармоничная. И, в принципе, вопросы недвижимости и финансов здесь вот решаются благополучно. Причем карты советуют двигаться в этом направлении очень быстро, решение принимать быстро, не затягивать. Хотя это будет сложно сделать, как раз захочется затянуть, подождать, что будет, или у кого-то еще там спросить, или еще что-то такое, да. Здесь вот может вмешиваться в отношения, кстати, мама, да, свекровь или теща тоже как бы может вносить, причем довольно-таки грубое вмешательство может быть, да, и может нарушать ваш покой, либо насчет денег у нее могут быть какие-то претензии, да. И вот здесь вот самое главное не допускать вот этого, как бы не разрешать в ваши отношения вторгаться. Для тех, кто в ссоре, карта говорит о том, что есть возможность помириться. Причем вы помиритесь и будете намного ближе друг к другу, чем раньше. То есть вы действительно примете какое-то правильное, мудрое решение, поймете друг друга, да, и есть возможность замечательно вот как бы далее строить отношения, на новый уровень отношения выходит, на более лучший. Для работы выпадает семерка чаш, карта неблагоприятная для деятельности. Она говорит о том, что вы не видите ситуацию в целом или не видите ситуацию так, как она есть в реальности. Либо вас обманывают, либо вы сами себя обманываете, либо, может быть, вы, если, ну, те, кто хочет найти работу, допустим, другую, вот здесь будет слишком много выбора, да, и вам будет трудно определиться, что вам действительно хорошо, что плохо. Кроме того, вот эта карта еще выбора между, ну, как бы пользой и вредом. Да, то есть будет хотеться выбрать что-то такое, что сейчас хорошо и положительно, да, а в будущем оно может навредить. И вы можете об этом не думать, можете вот сиюминутный эффект только учитывать. Вот карта говорит о том, что будут большие последствия у шагов, которые на этой неделе вы предпримете. Кроме того, карта семерка, она партнерская, да, то есть как мы общаемся с клиентами, с теми, с кем вместе работаем, как мы общаемся с начальством. Вот это все имеет очень большое значение. И вот здесь вот эта карта иллюзии, обмана, да, когда мы хотим, чтобы было по-нашему, в обход каких-то правил, в обход каких-то норм, это может нам дорого стоить. Кроме того, семерка чаш – это у нас Венера в Скорпионе астрологически. Скорпион – это всегда какие-то непредвиденные ситуации, которые нас вот ставят перед фактом, ограничивают. А Венера – это желание комфорта, это желание, чтобы было много денег, да, и ничего не делать. То есть просто чтобы было и все. И вот могут быть такие соблазны как раз по деньгам, когда мы можем воспользоваться ситуацией, да, которая нас впоследствии как бы поставит в не очень хорошее положение, да, то есть придется за это отвечать. То есть будьте осторожны с деньгами, особенно с ценностями. И если вам предлагают какие-то проекты, делают какие-то предложения, которые в обход закона, ну, ни в коем случае не соглашайтесь на этой неделе, иначе будете за это отвечать впоследствии. То есть вы будете козлом отпущения. То есть тот человек, возможно, и выпутается, а вы точно будете отвечать. По Скорпиону это карма, да, то есть тут никак не отвертишься. Для тех, кто в поиске работы, семерка трифовая говорит о том, что, скорее всего, будет та деятельность, которая вам не подходит встречаться, либо там, где очень много работы и мало денег. Ну, короче, если вам очень нужны деньги, то можно на это согласиться, но потом поискать что-то другое, да, вот у нас вариантов много здесь.
Если же вы можете подождать, потерпеть, то лучше все-таки не соглашаться на такую деятельность, потому что тут и здоровье может страдать, да, лучше, конечно, подождать. Если только очень сильно нужны деньги, тогда только да. И то для того, чтобы просто перебиться, да, и пока искать другую работу. Для тех, кто работает, десятка бубновая говорит о том, что вас будет, скорее всего, жизнь учить. Вот опять вот то, что я говорила в начале про эту семерку чаш, да, что она заставляет нас, она нас соблазняет на какие-то неблаговидные дела. Вот как раз вы можете на это повестись, либо вы можете использовать вот эти знания заранее и эту отвратить возможность, у вас тогда все будет хорошо, либо вы можете все-таки попробовать, и тогда вот вас жизнь научит, да, то есть впоследствии вы осознаете, что этого делать действительно не нужно. Обходить закон нельзя никакой, ни государственный, ни общественный, не вселенский, да, ни в коем случае, потому что как бы себе дороже. Для тех, у кого свое дело, семерка пиковая говорит о том, что будет очень много важных каких-то документов, и вот самое это плохое то, что там может быть либо ошибки какие-то в документах, либо заранее там уже будет обман, то есть манипуляция какая-то вашими деньгами. Просто кто-то захочет воспользоваться, допустим, тем, что у вас есть какое-то желание и есть какой-то проект, да, и вам наобещают гору, а в конце концов дадут подписать, возможно, бумаги, документ, и окажется в конце концов, что ну, либо это полный обман, либо это будет даже вас в какую-то зависимость вводить от этого человека, да, от денег. То есть, ну, короче, тут много неприятностей может быть. То есть бумаги проверять обязательно. Любые сделки, договоры, все обязательно должен проверить специалист. То есть не доверяйте себе вот на этой неделе в этом плане. Кроме того, здесь, знаете, любые проблемы могут быть с документами, бумагами и техникой для там копирования и так далее, да, то есть здесь вот, если вы покупаете, допустим, какую-то технику, тоже здесь может быть проблема, то есть нужно, чтобы специалист, допустим, ее выбирал, либо с вами кто-то поехал, чтобы смотрел заранее. Так, ну и можете что-то забывать, тоже какие-то документы очень важные, да, можете что-то пропускать. Финансы для скорпионов на эту неделю, четверка чаш говорит о том, что вы можете пропустить какой-то важный шанс. Вот не зря у вас тут карта скорости, да, быстро нужно принимать решения. Вот вы должны, конечно же, все взвесить, вы должны прислушаться к собственной интуиции, вы должны воспользоваться своим разумом, да, и вот, скорее всего, будет очень важное предложение, которое вот будет деньгам вашим давать рост впоследствии. Но, опять же, вы можете взять этот дар, а можете не взять, даже не заметить, да. Вот здесь, смотрите, рядом собака на карте изображена, прислушивайтесь к советам друзей. Скорее всего, через них будут знаки какие-то вам поданы, либо семья ваша, семья, близкий, партнер, мамы, папы, бабушки, дедушки, недвижимость, вот это все, да, вот это все знаки, вот все, что будет с этими темами происходить, это как раз вот будут знаки для вас, где у вас еще есть возможность заработать, еще один источник дохода. Либо, может быть, это просто подарок какой-то денежный для вас, может быть, как бы сверх ожидаемого заработаете, или, может быть, просто кто-то захочет вам сделать подарок. Для тех, кто занят по найму, здесь тройка червовая, она говорит, что вы будете очень довольны, будете просто счастливы тем, что в ваших финансах происходит. И для тех, у кого свое дело, двойка трифовая. Карта говорит о том, что наоборот, не принимайте вот сейчас необдуманных решений, не посоветовавшись, да, даже если вам будет кто-то что-то предлагать, вот у нас по этим картам, да, нельзя принимать решений необдуманных. То есть обязательно нужно, чтобы специалист посмотрел, потом только делайте выводы, то есть сразу нет. Совет для скорпионов на неделю, тройка жезлов. Ищите опоры в окружающем мире, ищите опоры в социуме, в коллективе, в семье, советуйтесь. И если вы хотите что-то важное предпринять, на какой-то важный шаг решиться, то, во-первых, нужно брать ответственность на себя, не скидывать это на других людей и рассчитывать на то, что вот ваш рост
он только от вас зависит. Будете вкладываться, значит будет рост, не будете, не будет. И вот здесь вот, знаете, вопрос такой очень важный. Мы любим, чтобы ни от кого не зависеть, да, мы любим, чтобы мы только сами, чтобы там, если делом своим заниматься, чтобы только как бы сами все вопросы решали. Если в семье, опять же, мы главные, да, вот этот вот вопрос главенства тут нужно убирать. То есть вот обязательно нужно немножечко себя как-то на место ставить. То есть равенство должно быть какое-то в отношениях, тогда будет правильно все. Не нужно придавать слишком большого значения себе, своим словам, своим мыслям и так далее. То есть совет здесь самое важное, тогда все будет хорошо и правильно. Друзья, желаю прекрасной недели вам, всего вам доброго, до новых встреч.